się wydawajcie i uwędrzycie straszajcie, Zbawcu nas. Stanie dzieciaka, żonie rażyć, i nowa zorka w niebie zyskaczyć. Boga szczera szanowali i witają czyste wali, z radością jady. Witajże słońcem, wyjdzie wiesz czas, zbieraj czarnali, obradujesz nas. Karali proroki ludzi, Maryi łapetem cudzi, nam zjawiłся Ty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i любов Бога Ojca i jedność Ducha Świętego niechaj будут z wami усіmi. I z duchem Twoim. Вітаю всіх, хто збирається на Раді Святої Мші. Справді пастерці був 000. Пам'ятаю з дитинства, як вже малого мене батьки водили на эту пастерку. І подавалась мені эта святая мша. Бо коли чоловік вертався до хати, там собі у снігі погуляти, мог покидатися якимись петардами, але самовыполнение, которые человек сам их умел ловить. Люди кричали, але все радовались, даже коли лежали у снегу. Нехай эта радость собравная наполнить наши сердца, там Бог справді прийшов і допомог нам ще раз відкрити нову любов до ближнього, особливо того, якого ми маємо на щодень. Перепросим за все наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охвяну. Spowiadaliśmy Bogu Всемогутному. I wam, braty i siostry, što zgraszył ja wielmi, dumkaju słowa, uczynkam i zaniechami. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного.
Ани Сині народний Єсу Христе, Пані Божа, поранку Божий синяється, які вяриш на святих грахів світу, смілуйся над нами. Які вяриш на святих грахів світу, прийми моління нашої, які святиш праворучайця, смілуйся над нами. Молитва і не все свізео, Глорія, 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 і не все свізео, Глорія, Глорія. Но только ты святый, только ты наш Бог, только ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты учинил, что в эту святую дом зазяло нам соправдное святло Иисус Христос. Дай просим, как с верою принявши на земле святло Его правды, мы имели удел Его радости у небе, як и с Тобою живей владаричи едности Духа Святого, Бог правдуще веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Народ, який ходив у темрі, убачився було велике. Над жихарами країни смиренного тенью зазяло світло. Ти помножив народ, повеливши радость, і он веселиться перед тобою, як веселятся у час жнива, як тешится про поділі здобичі, бо ярмо, що гняло його, і кій на плечах його, і розву пригнетальника Ягонова ти зламав, як у день Мадияна. Бо всякий пот воюючого жовнера і одіння, забружене кривою, буде кинуто у пожар на єжу огню. Бо дитя народилося нам, син дадений нам, і влада спочила на плечах його, і дадуть ім'я йому, цудовний та радший, Бог моцний, предвічний Отець, князь спокою, буде великим панування його, і миру не буде конца, над троном Давида і над його владарством, якого й он умацує і потримає у правосудді і справедливості, от вету і навеки, рухливость Пана могуця учинить. Это Слово Божие. Дякуємо Пану.
и Он будет судить свет справедливо, а народы по воле своей правды. Народился сегодня, звался Иисус Христос. Читання послань святого апостола Павла до Тіта. Умилованные, з'явилася ласка Божия, збавившая для усіх людей, яка учить нас, как мы, отрекшися от безбожности и пожадливости свету, жили у теперешнем житті, разважливо, справедливо и побожно, чекаючи счастливой надеи и объявления хвалы великого Бога и Збавця нашего Иисуса Христа, який отдал самого себе за нас, как откупить от усялякого беззакония и очистить для себе народ выбранный, губливый у добрых учинков. В это Слово Божие. Дякую вам, Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Обещаю вам великую радость. Народился сегодня Збавця, яким есть Христос Пан. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по для Луки. Слава тебе, Господи. Сталося у тыя дні. Выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэта перапіс быў першы падчас панавання Квірынія ў Сырыі. І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юда з Галілеі, з горада Назарат у Юдэю, у горад Давіда, званы Ветлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй, і нарадзіла сына свайго, першароднага, і спавіла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа. Бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давід, Збаўца, якім ёсць Христос Пан. І вось вам знак: знойдзеце немаўля спавітая і пакладзеная ў яслях». І раптам з'явілася з анёлам вялікае войска небеснае, якое праслаўляла Бога і ўсклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людям добрай волі». Гэта слова Пана. Слава тебе, Христе. Уже у першых словах сённяшняй Евангелii мы пачулі пра тое, што выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Хто такі Цэзар Аўгуст?
Dopiero nastał. Trzeba сказать, что zdobył ją władzę, потому что имел великое войско, потężное войско, и силою дошел до влади. Все его боялись. А их боялись, то в такий спосіб. І шанували, як боялись. І чому этот цезар Август робить этот перепис населения? Потому что грошей мало. Хоче довідатися, скільки людей живе, бо з кожного можна побрати якийсь податок. І, дякуючи цьому, своє військо ще більше повеличить, а повеличуючи своє військо, повеличить свою владу, як можна було керувати. Коли поглянемо на життя Ісуса Христа, або на народження Ісуса Христа, там ще не прочитали, що Ісус Христос не з'являється таким королем, який має військо, яке хоче силою здобути його. Неколи чинить Святое Писание, то мы сегодня убачили, что Иисус народился, и хор ангелов спевал. Хвала на вершинах Богу. Брати і сестри, це правди. Пан Бог не хоче нас силою притягнути до себе. Хто з вас силою сюди прийшов? Кого притягнув сюди? Збудили, прознайте руку вгору. Потом порозмовляємо, довідуємося, що за історія ваша така. Кожен боїться відомо, бо якщо не пойде Боже, то ще більше можна буде чарпаком побудуть по голові. А так, добре. Добре, але не будемо уникати ці наші відносини поміж одним і другим. Ісус Христос, як ми читали, де народився, прийшов так само Юзеф з Галілеї, з города Назарет, у город Давида, званий Вифлеєм. Хто ще в город Давида прийшов? Отучили Святое Писание, и тысячу годов перед народжением Иисуса Христа по линии есть таки Самуил, пророк великий, есть две книги, посвященные Самуилу у Святом Писании. Этот святой пророк Самуил намастил родней на короля свого Сауля, але Сауль трошки надуживав влади Божої, яку він имел, трошки пошел не по воле Божей, а сам хотел свой способ керовать государством. Ну и Самуил про это доведался, про Пана Бога, про ласку Божию, про Духа Святого. Ну и пошел Самуил, было сказано, иди до роду, иди до город Давида, чили в Бетлеем, иди в Бетлеем. И пошел в Бетлеем. И в этом Бетлеему споткал человека, який имел шмат сынов, 7 сынов, вельми пригожих, это семья Ясеку так званая была. И запросил на вечеру. И в этой вечере, говорит, я пришел на массе одного из вас королем сделать. Але поглядел одного, другого, третьего, сёмого, все пригожие, мудрые, приемные, як один-то мудрейший. И Бог ему подсказывает, это не он, не один из них. Ну и пытая Самуил у батьки, а вот чи есть еще кто-то? А есть там один еще, пастух, пастить статок овечек. И он там на эту пастбиску. Ну и говорит, позови его сюда. И коли в этот момент, когда пришел Давид и стал оборванный, маленький, худенький, весь, можно сказать, у этих, не у прыщага, рыжий говорит, весь рыжий на твари, и почул голос Самуилу в сердце. Бог бачит не тое, не так, как бачит человек. Человек бачит тое, что звонку, а Бог бачить тое, що внутрі серця. І Бог сказав йому, не зважай на його вигляд, але він буде королем. І як єдем, це правда так є. Подобие народження Ісуса Христа і самого намащення Давида. Есть оно. В першій черзі, де Ісуса Христа, Ісус Христос народжається де? Можна сказати, у сараї. Це правди. В сараї того, що навіть немає стінок. Тобто Ісус Христос народився, он замерз. Бо великий снег і ветер, і трошки морозу своє дає на нашу температуру. Ісус Христос народжається у жолобі. Там був покладений, бо не було місця для його. Не народжається у троні, у королевстві, бо він король якийсь. Не познали Ісуса Христа. Народ не познав Бетлеєм Ісуса Христа. На його чекали і чекають. Брати і сестри, ще не познали. Так само у відносинах до Давида. Батько не познал, что Давид будет королем. Не у всех пригожих сынов на их покладал, их кшталтил, на них вымогал, учил их, шмат грошей и давал, когда они были людьми. Але это не они были. Бог бачить, убачив
не тое, што звонку, але тое, што ў сэрцы. І падобием чым з'яўляецца? Тое, што да Езуса Христа, при народжении Иисуса Христа спевало множество анёлов. Той, который створил небо, той, который створил землю, той, который створил нас, утеловился, у тела людское принял посланность. И утеловился не звичайный способ, народился у месяце, где не каждый из нас бы хотел быть нарожен. В стайне, в свинарнику, можно было бы сказать, где смердить неприемно, а Иисус Христос народился, так принизиться, как могли привести. Кожны и поклониться. Бо когда родился у палаца якимсь, у палаца меня так само не пустили. Вас бы так само не пустили, треба было ведать, как пойти какие-нибудь палаца, треба иметь пропуск, и запрошение какое-нибудь и так далее, и так далее. Еще тебе просветлять 30 разов через собой помойку не несешь, как ты палацу сорвать. Але так есть. Так есть докладно. Иисус Христос народжается в Саране, первая. Другая речь. Иисус Христос подобие. Иисус Христос. До Иисуса Христа приходит кто? Пастухи. Не приходит народ, якісь вибрані, але приходять ті, які могли почути Слово Божие. Чому? Бо Бог промовляє до людей, які приходять з простим серцем. Коли ви приходите з мудростю в костюм, то ви тут нічого не знайдете мудрого. Тут завжди те саме, все те саме. Я вам не витлумачу, в який спосіб відбувається переміна хліба у тілі Ісуса Христа. Бо гэта вера моя. Я в это веру. Але вытлумачыць науково не маю шанс. Не маю шанс. Бо калі шукаем мудрости у костеле, и мы не находим, выходим смутные отсюда, то мы не только шукаем. Бо Иисус Христос объявился пастухам. Иисус Христос, наука Божия была обвешана Иоанном Крестителем, остальным пророком, не народу, который был мудрым. А Иоанн Креститель вышел на пустыню, где был народ от братства общества. На пустыне жили трандоватые люди, хворые, которые людскость не принимала. И они слухали это Слово Божие. И они до Иоанна Крестителя приводили наступных. Иисус Христос объявился, послал Бог анёлов для пастухов. Как они что? Как они пришли и могли принять эту веру своим чистым сердцем. И третья речь, яка вельми важная при народжении Иисуса Христа, это час. Я говорю об одной из конференций наших у День засяродзености про загадки, про час. И вельми важная речь, грає для нас час. И так само час для апостолов, и так само играет великую. Час для апостолов играет так само великую роль якусь, має своє значення. Чому? Бо не тільки, як говорить традиція, аньоли об'явилися гэтим апостолам, не апостолам, пастушкам, яких ми сьогодні бачимо у Євангелії. Але так само говорить традиція, що аньоли об'явилися зусім ще другим пастухам, десь у другому місці. Але гэтые пастухи, поскольку не имели часу, постановили собрать народ, и постановили выслать делегацию, как пришли, поклонились Иисусу Христу, новонародженному королю Збавуса. Забрали народ, выбрали делегацию, и у делегации выбрали одного наистаршего пастуха и одного наименьшего пастуха, наимолодшего пастуха. И когда эти пастухи шли в дороге, с собой спрачались вельми моцно, який подарунок мы можем подаровать нашему королю Иисусу Христу, який вселился. И не дошли до поразумения. Не дошли до поразумения. Например, когда израильцы дошли в город Бетлеем, все крамы были позачинены, начали стукать до купцов. И купцы открыли и купили то, что им первое попалось. Купили не ведали чему. Купили серебряный ножик и лук, робленный вручную, а так само до этого стрелы золотые. И когда вышли из этой крамы, почули голос ангельский, что здесь там спали, пошли за этим голосом и вельми легко нашли Збавцу света Иисуса Христа, який народився. Пришли еще и запитали, чи это справді є той, про якого обвіщали аньоли. І коли отримали отказ, що це є той, про якого обвіщали аньоли, прикленчили, поклонились, зложили дары и разом гучным голосом, так як в армии,
сказали: «Пастыры нашей группы поздравляют тебя сердечно и приносят тебе дары». И повстали ровно в армии, и те к армии, отвернулись, как исти. Але тудака еще прозвучал голос: «Уже отходите?» Запытала Мария, мать Иисуса Христа. И они отвернулись. «Ну так, мы не маем шмат часу». Отвернулись и пошли. Але тоді Марія сказала, що шкода. Бо щасливі ті, хто для других мають час. Брати і сестри, справді в нашому житті ми не завжди цей час маємо. Але як ми цей час використовуємо? Цей час Божого народження, який нам сьогодні дасть, який ми сьогодні переживаємо, це як наново Ісус Христос мог народиться в нашем сердце. И эта святая мша, которая называется пастыркой, она изъявляется на взор, видите, кого мы сюда запрошены в эти пастухи. И мая назву пастырка от слова пастух. Мы запрошены как прийти сюда за звичайным сердцем и принять то, что хочет нам дать Иисус Христос. Хочет нам дать свой особистый час. Але чи мы хотим принять этот час у нашем житті, как переменить этот час? Лепей быть на 3 годины раньше, чем на полгодины запозже, написал Вильям Шекспир. Вельми мудрые слова. Але чи ми свой час, який ми маємо, умеем ушановать, чи умеем им поделиться? Бо ми сьогодні ще так само у Євангелії прочитали. У той околиці були на полі пастухи, які вартували вночі свій статок. Раптом з'явилися їм ангели Пана, і хвала Пана освятила їх, і великий страх охопив їх. Страх охопив їх. І сказав їм ангел: «Не бойтеся, я обещаю вам великую радость, яка буде для всього народу, бо народився вам сьогодні в городі Давида Збавця, яким є Христос Пан. І ось вам знак. Знойдеться немовля, сповитая и покладенная у яслях». Ось вам знак. Мы сегодня без знаку жить не можем, мы чекаем на якийсь знак. А першим в этом знаком з'являється, що знойдеться немовля. Не более в Святом Писании, коли откроем Евангелию Луки, мы сегодня почули 2 рази. Иисус Христос народила его, исповила и положила у ясли. Теперь другий раз ангел объявляется и снова знойдеться немовля, сповитая у ясли. Коли хто знається трохи на іконах Сходу, та народження Ісуса Христа є малюване вельми пригожа. Ісус Христос вельми моцно окутаний у пелюшки. І це окутання в пелюшки припоминає такого самого Ісуса, окутаного, якого кладуть у гробницю. Тим самим означає, що Ісус Христос народився як померти. Для чого померти? Для тебе, для меня, для кожного з нас, как отдать життя, как мы сегодня могли иметь радость. Радость не случайную, а радость вечную. Бо мы заспевали: «Хвала на вершинах Богу, а на землі супокой людям доброй волі». А чи ви маєте тепер у серці этой супокой? Визнай нашу веру и на слово человека Духа Святого Уся предприятия. Веру в одиного Бога и Отца Всемогутного, Творителя и Воителя, Всякого бачного и необачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, первости веками, Бога Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Богу все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, и Марии, стался человеком,
Ukrzyżowany tak samo za nas, pri Ponskim Piłacie, był zamuczony i pochowany, i na trzeci dzień воскрес, powodle Pisania, i wzwyszł na niebo, сядет праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який у гэтую ночь оказал свою великую любовь до всех людей, доверя вознесем наши молитвы. Молимся за святый костел, как обещал всему свету вечную любовь Бога, объявленную у Христе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, кому доручена миссия обвещения Божьего Слова, как яны рупливо и отдано выполнили свое задание. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об супокое во всем свете, как каждый человек открыл свое сердце за Христа, який з'являється криницей спокою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто знаходиться на військовій службі, как Христос, який приходить на землю, одарил их заправной радостью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых и самотных, как радость Вифлеемской ночи наполнила их сердце надеей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутных, как мы имкнулись своим життем прославлять Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, учени, как брат прийстя на землю втеловленное слово, заяснено в наших сердцах светлом Твоей правды, нас Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, как мою и вашу, я вяру принял Бога и Всемогутнего. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Нехай будет Тебе, Пане, приемная наша ахвяра, якую складаем Тебе в эту святую ночь Христова народжения. Как растаемничая беременение даром мы открывали уделу воскости Твоего Сына, у яким наша человечая натура поедналась с Тобою, яки живе и володарить на веки вечные.
благослови. С Духом Твоим Укору серцеві, возносим мы до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Он благо и справедливо. Zapravdy godna, weta i sprawiedliwa, słuszna i sławna, kab my zawsiody i wsiudy Tobie składali podziaku. Panie święty Ojcze, всемогутny, wieczny Boże, bo wraz tajemnicu cielawionego słowa, zadziała dla oczej naszej duszy nowe światło Twojej chwały. Как мы, познаючи Бога, убачна и постати, были узнесенные до любови необачных речов. Тому небо и земля с захоплением спевают с Тобой новую песню, и мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе, разом тими ускликаючи. Святый, 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 от Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, восставного вышия, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, восставного вышия. Miłościwy Ojcze, pokorna prosimy i molим Ciebie, przez Jezusa Chrysta, Syna Twojego, Pana naszego, aby przyjął i błogosławił te dary, te przynoszenia, tę świętą i bezzaganną ofiarę. Składamy je Tobie najpierw za Twój święty katolicki Kościół. Будь ласкавый одорвать спокоем, оховывать, еднать и кировать им во всем свете, разом со слугой Твоим, папом нашим Францишком, biskupом нашим Юзефом и усими, кто верно заховывая и вызнає католицкую апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугов Твоих и про всех тут присутных, веру и отданность, яких Ты ведаешь, за их мы приносим Тебе эту ахвяру хвалы, и они так само ее приносят за себе и за всех своих близких, за откупление своих душев, за надею на збавление и уготование узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усим Костелом у наисвятейшую ночь, коли благословленная Мария в непорушном девстве народила свету Збавцу, найперв спашаной вспоминаем эту благословленную завсёды Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника Наисвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Филиппа, Яна, Павла, Косму и Дамьяна и всех святых Твоих, просить за заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Panie, łaskawo przyjmij prosim гэтую ахвяру od nas, Twoich sługów i od усей Twojej семьи. Заховай дни наши у Твоим супокои, збав нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных. Просим Ciebie, Boże, mocою Twojego благословения святи гэтые дары и учини их досконалой и милой Тебе ахвярой, как станется яны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодни муки Он узял хлеб у свои святые и достойные руки, узнял в очи до неба, до Тебе, Бога своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: Вярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynom po wieczery
взял гэты почестный келих у своей святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Отвержемся Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое преступление. Пanie, мы слуги Твоей, Твой люд святый, упоминающий благословленную мукою воскресения, а так само хваленное у небоушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей из Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру бездоганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного избавления. Узглянь на Ее милостиво и спогадно и ласкаво прими Ее, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриарха нашего Авраама и святую да бездоганную ахвяру, якую принес Тебе наивысшейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличчя Твоей боской величи, как завсёды все мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара и прымаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрывали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само прослугаў Твоих, якія адышлі перед нами со знаком веры и спять у супокоі. Просим Тебе, Пане, дай им и усім, кто спочиває у Христе, пребывать у месте утешения, святла и супокою. Так само нам, грешным слугам Твоим, якія спадзяюцца на великую милосердность Твою, будь ласкавы дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом, Агатой, Луцией, Анастасией и усими святыми Твоими, уведи, просим, и нас у их супольность не для наших заслугов, але дякуючи Твоему правочаю. Праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Боже, все гэтыя доброты неспынно ствараешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобе, Божа Ojca Всемогутny, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу вселяки и вечные. Сын Божий стал человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полная вдячности смегаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя,
Ciebie, Panie, zbaw nas od усього злого, дай ласкава супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы душе нашего неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. I moc, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostola Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj мой даю вам. Проси мне, зважай на грехи наши, ale на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак спокою. Смилуйся над нами, Баране Божий, яки береш на себе грехи світ. Смилуйся над нами, Баране Божий, яки береш на себе грехи світ. Одари нас упокоєм. Ось бараnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечерю Божию. Аминь, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Птички с ягнятом, Вера и дитятко, упадаюсь на колени, я благословения. Упадаюсь на колени, я благословения. И мы заспеваємо, Христа прославляймо, Ти народжена красивий, похорон наближаймо. Ти народжена красивий, похорон наближаймо. Просим Тебе, Боже, просим мы, як можна, дай нам небі життя щасна, на землі пригожа. Дай нам небі життя щасна, на землі пригожа. Молимся. Пане наш Боже, дозволь нам с радостью святковать народжение нашего Откупителя и годным житем заслужить лучшность Ему небе, яки живей владарить на веки вечные. Складаем мы с księdzом Aleksandrem, nikogo nie ma, nic Kruchatowa, składaje świętую mszą, tak samo pasterstwu i mszą. Składają najlepsze pożądania dla wszystkich naszych parafian, żądaючи Bożego błogosławienia, opieki Matki Bożej i wszystkich świętych, особливо oddaючи pod opiekę świętego Archanioła Michała, wielkiego kniazia wojska anielskich, jak pisze mu święty Hieronim, kapion Hetman tych wojsk anielskich mógł tak samo posłać swoich aniołów, jak jeden aniołów w Świętym Pisaniu, który będziemy czytać, nie niosуть zguby gości, a obwieszczając tylko dobro, albo zastупając za człowieka. Dlatego życzę wam, aby te anioły wasze, które jest tak samo się z nami, все chory anielskie śpiewają, nie tylko chor ziemski, ale tak samo chor anielski śpiewają. Мы могли быть этими анёлами один для одного и обещать только добро и этим добром делиться. Дякую великий за подарунки, которые вы изложили. Мы уже с князем Александром забрали, уже съели, уже там ничего не осталось на 10 годин, было целая година часу. Завтра святая мша dokładnie сегодня jeszcze z ranicy u 9 godzin na polskiej mowie, u 10:30 i u 12 godzin. I msza podczas jakiej odbędzie się dziecięce przedstawienia, teatr dziecięcy i tak samo podczas jakiej przyjdzie Święty Mikołaj dla dzieci. A u niedzielę, każdą niedzielę świętują u 9 ranicy, u 10:30, u 12 i u 19 godzin. Żądaję dobrego świętkowania, kiedy wierzycie się, że możecie kiełbasy zjeść, może. Wszystko tam jest no wiadomo, my też tak cała taka radość. Przyjmijcie w takiej radości Bożego błogosławienia. Всім за все jeszcze raz i хай Бог odwdzięczyć. Pan z wami. Pochylcie головы на благословение. Бог без конца добрый празднует уцеловление своего Сына, рассеял темру этого свету, а праз Его народжение наполнил свет святлом, эту наисвятейшую ночь, нехай ее надорить, отгонить от вас темру грехов и осветить ваше сердце святлом ласки. Бог, який послав ангелам вестять пастушкам добрую новину об народжении Спасителя, niechaj napełnić wasze serce swoją radością i uczynić was zwiastunami swojego Ewangelia. Bóg, jaki przez swoje ucielewienie pojednał земное z niebiesnym, niechaj napełnić was darami swojego spokoju i dobrej woli i nauczyć was do supolności świętych u niebie.
всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыйде на вас и застанется назавсёды. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Теперь отбудется благословение оплаты, коли кто будет хотеть, можно будет остаться, поделиться и выразить свои пожадания. Дякуем Тобі, Боже наш Отче, за хліб, плен землі і працю рук чоловіка, який сьогодні забрав нас колядного стола, подобно збирає нас в одно коля алтаря Евхаристичного хліба. Благослови гэтыя аплатки, якими мы будем делиться по воде старожитно-христианского звычаю и выказывать святочные жычения. Пане, Ты вучыў нас, каб дзелячыся хлебом з іншымі, мы дзялілись так само особливо с потребуючими любовью, спогадой и спокоем. Одари всех нас дарами досконалой любови до Тебе и до ближних, и научи прославлять Твою отцовскую добрыню праз Христа, Бога нашего. Аминь. Заспеваем песню. Ну, давай спевайте все. Сокровеннеется над землею сяет, радостную вестку людям опять.